общем, это мой первый опыт такой кураторский. Мы собрали, получается, самых классных художников. Я их именно консультирую, сопровождаю технически по покраске стен. У нас 3 художницы. Это Саяна Хоманова, Дарима Контакова и Настя Сазонова. Сделала, я думаю, довольно-таки неплохой эскиз. Мне он пока что нравится. Здесь будут бегущие лошадки. Так получилось, что они получились похожими на химарин. Я так, как бы в голове не предполагала, но оказалось довольно-таки интересно, что сознание так интерпретирует как бы различные предметы. Как бы лошадь для бурятов очень важна вообще в культуре, в жизни. И это полный, так сказать, смыслов и символов объект. У меня на стене, получается, будет женский образ, потому что когда мы приехали в Волгу и когда мы разговаривали с местными жителями, это все как-то мне пришло, что вот именно женский образ, что вот гора, как бы это все вот такое вот навеяло, так скажем. Эскиз я создавала, основываясь на своих ощущениях от Волгинского района. Я люблю гору Баян-Дугат. Это такое, как произведение искусства природное. Вот. И мне хотелось совместить какую-то игривость и местные символы. То есть, например, я взяла яркие цвета и взяла за основу то, с чем у меня ассоциируется Волгинский район. Эта зона игровая. То есть, и поэтому я как раз хотела включить какие-то такие элементы, чтобы дети могли как-то и повеселиться, и что-то посмотреть. Вот. И как бы мне хотелось, что когда ты на переменке, чтобы у тебя как-то настроение поднималось, и ты мог, не знаю, попрыгать рядышком или там что-то поделать. В общем. У нас здесь отсылка к волгинскому датсану, знаменитый лев Арсалан. Он говорит «Сайну». Вот. Также я делала надпись «Монгол Бичик», тоже написано «Сайну», только в стиле нашего письма. Я его решила тоже как-то переработать и сделать такими маленькими разноцветными квадратиками, потому что мне нравится такой стиль пэтчворка, и в то же время такая небольшая отсылка к детским компьютерным играм, как бы дети же это все любят. И мне хотелось, чтобы и детям было радостно, и как бы и взрослые, которые посмотрели, могли как-то проанализировать, немножечко подумать и тоже что-то для себя увидеть, какие-то символы знакомые. На фасаде у нас рисует Амгалан Ринчине, и Амгалан отсылается к легенде о 3 скалах юго-восточнее от горы Баян-Дугат, о 3 богатурах, которых заколдовал колдун. Вот, и эта легенда легла в основу, получается, мурала. Собственно, я изобразил ее. Я считаю, что эта история может быть или достойна, чтобы воплотиться в мурале и запечатлеться на фасаде школы. Эбелге – это старое название Иволги. Возможно, даже не все жители знают это название, и оно какое-то из легенд, и оно произошло от слова «благодатный». То есть это благодатный район Волгинский. Поэтому вот мы решили, что Эбелге, именно это слово будет написано на фасаде, потому что это, так как сама история, это как бы история того места, и слово Эбелге – это тоже часть истории места, в котором находится мурал. Проект, я считаю, довольно-таки полезный, хороший, и надеюсь, у нас получится что-то классное. Все равно, когда ты приезжаешь на каждый проект, на каждое здание, то это все получается по-своему, всегда по-разному.